Сегодня, мои дорогие золотые, хочу поговорить с вами о животрепещущей теме тарелочницы, да? Я сразу тут хочу обратиться к тем мужчинам, которые посмели себе вот такое слово по отношению к женщине. Мои дорогие золотые, ученые всего мира признают, что на подсознательном уровне мы все руководствуемся настройками наших предков, охотников-собирателей. Давайте я вам напомню, что ваш предок, охотник-собиратель, считал за самый главный приоритет притащить мамонта своей женщине. Может быть, даже ценой своей жизни, но зато не ценой своего достоинства. Вот мне очень интересно, как некоторые индивиды смогли стереть у себя из подсознания эту базовую настройку. Ну, давайте поговорим сейчас о том, как происходит свидание между мужчиной и женщиной в Грузии. Ну, все вы сейчас знаете, что грузинское общество очень консервативное, правильно? Поэтому грузинский мужчина приглашает свою женщину в традиционный грузинский ресторан, где женщина автоматически становится жрицей застолья, понимаете? Где будет много еды, много вина. Давайте сразу скажем, что грузинский мужчина немножечко преследует в этом свой интерес, потому что за таким застольем он себя ощущает в естественной среде обитания. Что это подразумевает? Это подразумевает, что он будет говорить тосты, например, о своей родине, и вплетать историю этой своей любимой Сакартвело. Это значит, что у вас уже есть темы для разговора. Это так важно, слушайте, на первых свиданиях, да? Потом будет говорить тосты в вашу честь, красивенько переплетая с комплиментами. Это уже у вас потихонечку будет влюблять в себя. Будет чувствовать себя достойно и спокойно, потому что вот эти горы еды за столом подразумевают, что базовые потребности его и ваши удовлетворены. Вы сыты, значит, это уже половина пути к успеху. Хитрюшка тоже, да? Что касается тарелочниц, слушайте, ну вот, если, допустим, вы предложили грузинскому мужчине пойти в европейский ресторан, где вам принесут одно блюдо, эту тарелку, да, и вот на которой вот столько будет еды, вот тогда для грузинского мужчины это будет стрессовая ситуация. Непонятно, вы наелись, сам он голодный, тосты говорит, не говорит. В общем, тарелочниц в Грузии не любят. Хода, мои дорогие золотые женщины. В общем, если вы на первых свиданиях с грузинским мужчиной не почувствовали себя жрицей застолья, это вам red flag. Тогда это сейчас говорят. Значит, ищем такого, с которым вы себя чувствуете или жрица, или как минимум королевой, мои дорогие. Обняла.